واخر حصلوري ويلاح كتورين حن سجا مستوغلجا هنا هدوتش سجي ديجا بوهم بيجا لوري ويلاح. Этой записи несколько десятков лет, но она и сегодня трогает за душу каждого. Хамзата Асмиева давно нет с нами, больше 40 лет. Но его творчество и сейчас радует читателей. В Национальной библиотеке поэта вспоминают близкие, коллеги и просто почитатели его творчества. Писатель, драматург, общественный деятель и педагог – все это про Хамзата Сосиевича Асмиева. Он родился в 1909 году в селении Кантышево. В 24-м в числе первых студентов он поступил в подготовительное отделение Ингушского педагогического техникума. Сменил не одно место работы, но где бы ни находился, мастер не расставался с писательской деятельностью. Хамзат Асмиев с октября 1956 года по май 1957 года работал литературным консультантом по ингушской литературе при Союзе писателей Казахстана. По возвращению домой после депортации трудился специальным корреспондентом в Северокавказском краевом бюро ТАСС и ответственным секретарем газеты «Сердало». В зале нацбиблиотеки звучат истории и воспоминания, связанные с его творчеством и жизнью. Хамзат Асмиев был именно из тех людей, которые действительно стихи запоминались, стихи в душу вкладывались. И я знаю, с чего начинал Хамзат Асмиев. Первое произведение их они публиковали в альманах, такая рукописный журнал был, «Красные ростки», цвет Заргиш. Хамзат Асмиев – автор около 20 прозаических и поэтических сборников. Все они до сих пор пользуются большой популярностью как в республике, так и за ее пределами. Лучшие его произведения переведены на казахский, осетинский, финский, аварский, кабардинский, балкарский и другие языки. Труды Асмиева вошли в золотой фонд ингушской литературы. Сегодня их изучают и студенты, и школьники. На данный момент у нас идет школьная программа по его стихотворениям, рассказам. Очень интересные они, познавательные. Много сил Асмиев отдал и работе по сбору и публикации ингушского фольклора. Работал над переводом на родной язык произведений русских классиков. Его стихи стали народной лирикой и легли в основу известных нам всем песен. Мы все понимаем значимость его творческого наследия для нашего народа, культуры, литературы, для нашего просвещения. И поэтому мы провели юбилейное мероприятие. На мероприятие пригласили родственников поэта. Одна из них – внучка Хадижат Хамхоева. Именно дедушка сыграл главную роль в ее выборе профессии. Она – учитель ингушского языка и литературы, пишет стихи и рассказы. Творчеством деда вдохновляется до сих пор. Нях и талар ютуш, хайхази юамье, это айх ютугерш, даем доголуатые. Юахки цуиталар, ханвайла дихаш венгуч диалар, мел дук дацу, колм болх вахра, никацаны, мел дук наха беркатул, что щида бихаб. Колм болх вайцен хайцеш, духал даем ухдак угорсун ях вайцен или гладихаче гучтуал, саату одаценти нах ек е нах айцелит. До самой своей кончины поэт находился в рассвете творческих сил, много писал, издал 2 тома избранных произведений, готовил к выходу в свет новый свой поэтический сборник, выступал с литературно-критическими статьями. Не оставлял он ни в стороне свою журналистскую деятельность. Среди наград Хамзата Асмиева надо отметить медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Ушел из жизни писатель 12 января 1981 года. Хава Гагиева, Султан Магушков, Абдулла Тангиев, Магаз 24.